просил бы всех депутатов, журналистов, политологов не говорить такие фразы. Катастрофа, потеряем страну, переделывать слова Ломоносова, как недавно в одной газете, Россия будет убывать Дальним Востоком, Сибирью. Из этого я делаю какой вывод? Кому-то хочется, чтобы была трагедия. Иначе у него рука ничего не пишет, понимаете? Достоевский, чтобы начать писать, 10 лет каторги царской. Солженицын, чтобы начать писать, 10 лет лагерей. Часть интеллигенции, она хочет, они мазохисты. Их нужно давить. Давить, и получается великий композитор, великий писатель, журналист. Никогда ничего плохого не будет с нашей страной. Проблемы по всему миру. Но надо внимание обращать. Вот теплицы китайские в Свердловской области. Это я к тому, как у нас здесь левые фракции хвалят китайский режим. Они травят наших людей. Употребляют такие удобрения, что нельзя употреблять овощи и фрукты, выращенные после их применения. Или китайский рынок в Ростове-на-Дону. Вспышка менингита. Десятки детей болеют. И некоторые умрут. Один уже умер. Это заразу принесли из Китая. Торговцы. Потому что через всю планету нужно ехать, и не соблюдая никаких санитарных норм. По заявлению врача Нищенко, к которому с большим уважением относится фракция ЛДПР, свиную чуму нам занесли с юга. По его данным, с Грузии. Там заразили диких кабанов этой чумой, и они обычно сами пересекали Кавказский хребет и появлялись в нашем Ставрополе, Ростовская область, Краснодар и так далее. Вот он, дружба народов. На Украине депутаты предлагают запретить понятие «Великая Отечественная война». Поэтому хорошее понятие дружбы народов, но оно моральное, оно может быть в сказках, в стихах. Потом ситуация изменилась, и где эта дружба народов? Травят, душат, издеваются, ордена срывают с тех, кто кровь проливал. Русский язык запрещают. Но это ближние соседи. А что дальние? Сегодня я вот рад был услышать председателя палаты, чтобы брать больше исторические аспекты. Выступал представитель КПРФ, может, все хорошо говорил, но это выступление, когда будет приниматься закон о промышленной политике. Здесь политическая 10-минутка. Сейчас будет повестку дня обсуждать, начнут выступления политические. Слушайте, я не понимаю их вообще. У вас 10 минут. 5 человек по 2 минуты выходите и говорите то, что вы считаете нужным. Нет, будем учить. Мы вас слышали 73 года. Вы нас слушаете 20 лет. И мы не собираемся вас переучивать. Мы критикуем. В нашей стране все недовольны, что нету критики. Вот критика. Сейчас будем критиковать справедливую. С вас хватит на сегодня доза. Вы уже нахватались доз при советской власти. Вам и этого хватит, чтобы с ума сходить до конца вечера. Емельянову спрашивает интервью. Вот ЛДПР агитпоезд снова провели. Что он говорит? Это не надо делать. Старовойтов уже ответил. Мол, интернет. Слушайте, интернет у молодежи и в крупных городах. А сельская местность, старшее поколение на счетах нас научили на деревянных считать. Телевизора нету, радио нет, телефона нет. Какой интернет? Люди страны не знают, что искусственная партия. Сегодня ваша составляющая Родина заседает в гостином дворе. Вас нету составляющих, на базе которых вас создали. Но последняя фраза уже вас всех катается. Это депутаты на халяву любят ездить по стране. Вы все на халяву ездите. Это депутат Емельянов. Закон о статусе депутата, по которому всю страну объезжаем бесплатно и весь мир. И слово халяву со своими подельниками объясняйте где-нибудь. А мы не потерпим, что вы говорили, что депутаты на халяву катаются по стране. Потому что вы не были никогда депутатом. Вы на халяву здесь сели, справедливая Россия. На халяву ходите на Болотную. На халяву ваши депутаты склоняют головы перед американскими конгрессменами. Ну, доза, хватит тебе? Вам помягче дал. Так что радуйся. В следующий раз вас шарахнем по всем вашим атрибутам. Последнее, Британия. Они готовили разгром Советского Союза. Вот там британская политика. Не только операция немыслимая Черчилль готовил. В 1947 году они готовили забросать нас фальшивыми деньгами, запустить болезни, запустить пропаганду. С трудом их остановила британская элита. Эту правду всю нужно говорить, чтобы все осознавали, что такое...